Всего в Казахстане в розыске более 2000 казахстанцев, среди них мужчины, женщины и дети. Большинство пропавших зарегистрировано в городе Алматы 291 человек, Алматинской 263, Карагандинской 232 и Восточно-Казахстанской областях 218 человек. Чаще всего пропадают мужчины 77% в возрасте от 30 до 49 лет при разных обстоятельствах, ушли из дома и не вернулись, пропали с автотранспортом, ушли с работы. О поиске без вести пропавших рассказала руководитель волонтерского движения Олеся Баимова. Само движение зародилось в 2016 году, когда в столице пропала двухлетняя девочка. Ее поиски шли несколько дней, к ним подключились волонтеры. К сожалению, спасти ее не удалось, она погибла. Сразу как пропадает человек, нужно обращаться за помощью, не пытаться искать своими силами. Бывает, что люди ищут сами полдня, а когда уже сумерки, обращаются к нам или в полицию. Первые часы упущены, и поиски затрудняются, говорит Олеся Баимова. По ее словам, пожилые люди чаще теряются по состоянию здоровья из-за потери памяти. Либо не хотят жить в новом доме, куда их перевезли родственники, и возвращаются на прежнее место жительства. Маленькие дети, по недосмотру, особенно в селах, уходят в лес, на речку, по неосторожности падают в выгребные ямы. Подростки сбегают из-за конфликтов, недопонимания родителей, либо по большой любви. Искали как-то девочку, она уехала с парнем, ей 15, ему 22. Захотелось взрослой жизни. Они сняли жилье, жили одной семьей, устроились на работу, рассказывает эксперт. Молодежь от 18 лет не предупреждает своих родных или друзей о своих передвижениях. Приезжают компании на отдых, один отделяется, находит другую компанию, его ищут, а он в соседнем коттедже. Есть те, кто пытается скрыться от проблем. В практике есть факты трудового рабства. Вышел мужчина на вокзале и пропал, ищут полгода, а он в это время батрачит на чьей-то ферме. Но самая больная тема – это дети, подростки. С ними нужно разговаривать, говорит Олеся Баимова. Родители изначально должны строить такие отношения, чтобы ребенок им доверял, даже если есть какие-то проблемы. Если случилась первая любовь, отнеситесь с пониманием, разъясните, что пока рано вступать в серьезные отношения. Родным стариков она советует оставлять в кармане записку, где будет имя, контакты, адрес. Сейчас есть смарт-часы, они стоят недорого. В любое время, через приложение по телефону, можно отследить передвижение своего ребенка или пожилого родственника. Стоят они в пределах 10 тысяч тенге. Кто-то скажет дорого, но безопасность и здоровье намного дороже, информирует Олеся Баимова. У таких устройств есть также функция прослушки, кнопка SOS. Волонтеры при поиске сотрудничают с правоохранительными органами. Стараются собрать полную информацию. Порой она может быть противоречивой. Родственники представляют мужчину непьющим, идеальным семьянином, а соседи – наоборот. Есть и криминальные причины пропажи людей, несчастные случаи. Одних находят живыми и невредимыми, других – мертвыми, ищут часами, месяцами, а порой так и не находят.